Это программа «Актуальное интервью», в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. В прошлом году была утверждена стратегия развития государственной ветеринарной службы республики до 2030 года. В Департаменте ветеринарии республики подвели итоги работы за 9 месяцев 2023 года. Каковы результаты работы ветеринарной службы – тема нашего сегодняшнего разговора. Гость у нас в студии Петр Петров, руководитель Департамента ветеринарии республики. Петр Лукич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о ходе реализации стратегии развития государственной ветеринарной службы. В рамках исполнения стратегии развития ветеринарной службы до 2030 года, который предусматривает это укрепление материально-технической базы, совершенствование кадровой политики, ну и поэтапное повышение заработной платы. В этом году в рамках исполнения данной стратегии мы привели в лизинг спецавтотехнику с дезинфекционной установкой, которая базируется на базе УАЗ «Фермер». В этом году мы провели аукцион, и поступление данной техники мы ждем в первом квартале 2024 года. И в дальнейшем мы должны по стратегии приобрести вездеходную технику и снегоходы для северных районов нашего подведомственного департамента учреждений. А как решается вопрос нехватки специалистов ветеринарной службы в улусах? И немножко подробнее о заработных платах, подняли ли их? Спасибо. По итогам 9 месяцев 2023 года средняя заработная плата наших ветеринарных специалистов составляет 57 тысяч рублей. По сравнению с 2022 годом повышение увеличилось на 14%. Если конкретно взять зарплату ветеринарного врача, она составляет 56 тысяч рублей. Ну, зависимо от стажа, выслуги лет. А ветфельдшера у нас получает 46 тысяч рублей. Насчет нехватки ветеринарных специалистов, Департамент ветеринарии внес свои предложения, Арктический государственный агротехнический университет и с главой муниципального образования, и мы подписали трехстороннее соглашение, согласно которому АГАТУ у нас подготавливает высококвалифицированных ветеринарных врачей. Департамент ветеринарии в районах оплачивает подъемные, а также проводит практику и на местах. Это в Амгинском районе 2 населенных пунктах и Мегано-Кангаласском районе 16 населенных пунктов представляет жилье, найм. И наши специалисты думаем, что 2024 года должны к нам подойти. И кроме этого, я лично провел тоже участие, это Дальневосточным государственным аграрным университетом для привлечения новых специалистов, ветеринарных врачей в нашу республику. Ну и перейдем к животным. Да? Сколько у нас сельскохозяйственных животных в регионе? Так, мы ежегодно 2 раза обновляем численных наших животных. Это 1 января и 1 июля. По данным ветеринарной службы у нас на 1 июля составляет крупнорогатый скот 168 900 голов. Лошадей у нас составляет 170 тысяч, оленей 166 тысяч, свиней у нас насчитывается 14 тысяч и более 500 тысяч голов птиц, которые находятся в птицефабриках и также в частном секторе. Хотел бы напомнить наших жителей, что с 1 марта 2024 года будет введен обязательно маркирование и учет всех домашних животных. К 1 сентября крупнорогатый скот, лошади и свиньи должны быть введены в учет обязательно и маркироваться. И в продолжении темы, как ведется проверка качества корма для сельскохозяйственных животных? Ну, ежегодно наше управление ветеринарии на местах в районах проводит качество заготовленного свежекошенного сена. Это начиная с июля по октябрь месяца. Да? И по итогам мы провели всего 1350 лабораторных исследований, в основном микологические и биохимические анализы. По итогам результатов ветлабораторий 5% мы
не довели до корм животным. Это в основном мы выявили синильную кислоту, также плесневелые грибки, ну и которые у нас имеются, не отвечает требованиям ГОСТа. И давайте перейдем к работе с безнадзорными животными. Как проводится работа с населением по профилактике самовыгула собак? Ну, в основном ежедневно мы проводим по всей республике рейдовые мероприятия. Это совместно административными комиссиями, специалистами округов и органов полиции. Всего у нас в год мы провели 850 рейдовых мероприятий, 650 человек привлечены к административным штрафам в сумму 580 тысяч рублей. И 200 владельцев животных, которые нарушили правила выгула, к ним мы внесли предупреждение. И говоря о нарушителях, какая административная ответственность предусмотрена в целом для них? Ну, в основном мы работаем уже второй год. Статья 5.4 Кодекс административного правонарушения Республики Саха-Якутия. По нему, если первый раз нарушение правил выгула собак, штраф от 1000 до 1500. Если повторное нарушение выявляется, это уже от 3 до 5000 рублей. Ну, кроме этого, хотел бы довести до населения, что с этого года введены штрафные санкции по Кодексу административного правонарушения Российской Федерации, статья 8.25. По нему, если повлекли причинение здоровья и здоровью человека или ущерб нанесен, штрафные санкции на граждан составляют от 10 до 30 тысяч рублей. На должностных от 50 до 100, для юрлиц от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Поэтому у нас уже сейчас работает 2 КАП за нарушение правил выгула собак. А какая просветительская работа еще ведется госинспекторами Департамента ветеринарии? Да, мы должны не только штрафовать, мы проводим профилактические мероприятия. При рейдах мы всегда распространяем листовки, правила выгула собак. Также наши инспектора во всех районах проводят все профилактические беседы. Это в основном детские сады, охватили 306 наших детей. И проводим же 125 бесед. Это образовательных учреждений, охват мы 7 тысяч учеников школ, средних школ мы провели беседу по безопасному и правилам выгула собак. Также у нас дачный сезон сейчас заканчивается, и в 33 муниципальных автобусах мы прикрепили флайеры, что о недопустимости нарушения правил выгула собак. Да, и возвращаясь к сельскохозяйственным животным, расскажите о работе ветеринарных специалистов по искусственному осеменению коров. У нас с 2019 года по указу главы Арсения Сергеевича идет работа, и техническая часть работы, это искусственное осеменение, передана ветеринарной службе. У нас есть ГБУ Саха-Агроплем, она снабжает азотом, семенами, быками производителей. Вот. По нему мы отрабатываем. Всего у нас по республике 250 осеменаторов, из них половина это наши ветеринарные врачи. В данное время сейчас мы осеменили 15 тысяч коров. В основном это личное подсобное хозяйство и крестьянское фермерное хозяйство. И напоследок расскажите о работе по строительству сквера ветеринарных работников в столице региона. Спасибо. У нас по инициативе Департамента ветеринарии и Ассоциации ветеринарных специалистов Республики Саха-Якутия, и у нас поддержал Федоров Валерий Никентьевич, это ректор АГАТУ, и мы построили сквер. Сейчас основная работа закончена, и мы в мае-июне откроем данный сквер, в который мы вложили наши все ветврачи. Она ориентирована на, что вклад в развитие наших ветврачей должно увековечиваться на долгие года, и мы должны наших выпускников АГАТУ, ветврачей, звать на нашу работу и в целях, чтобы наши специалисты шли к нам на производство. Несомненно, работа должна оцениваться, но скажите, в чем уникальность открытия этого сквера? Но мы хотим, чтобы наша нехватка этих кадров, чтобы проблемы
не была, и мы хотим в дальнейшем сделать земский ветеринар. Это по стратегии у нас написано, и мы должны провести работу нашим молодым поколением, чтобы наша ветслужба стояла во благо благополучия эпидситуации нашей республики. Что ж, Петр Лукич, спасибо вам за участие в нашей программе. Надеемся, что итоги года будут столь же успешные, как и прошедшие 9 месяцев. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся в эфире.